Барс Медиа представляет. В наших рядах еще есть пара депутатов из Кенеша, да, действующих депутатов. Но пока мы карты раскрывать не будем. Желающих еще больше, которые хотели бы пойти, но, скорее всего, об этом будет известно после местных выборов в Аше, в Караколе и в Токмаке. Уже открыты штабы в этих регионах. Уже конкретно определились дальше наши кандидаты. За исключением некоторых участков. Еще разделяют наши идеи, нашу идеологию, нашу программу, наше видение о развитии нашего государства. Конечно, есть еще бизнесмены, есть ученые также, есть общественные деятели, сторонников немало. Конечно, есть еще очень много студентов, есть, которые и в регионах нам часто пишут сейчас. Некоторые говорят, у нас очень такое масштабное начало, говорят. Поэтому они думают, что за нами кто-то стоит и кто-то финансирует. На самом деле нет. Все это было, конечно, наши некоторые сторонники помогли нам в финансовом плане, допустим, взять в аренду. Фотосессию, например, наши друзья нам сделали просто как подарок. Знаете, концептуально, каким образом мы будем увеличивать бюджет, вообще за счет чего, как государство обогатится, как население станет богаче. Здесь главный принцип либеральной демократии это свобода торговли, это свобода предпринимательства. Вообще везде должна быть свобода. Где есть творчество, где на вас не давят, где вам помогают, где вас поощряют, значит, где есть творчество, есть много кто хочет это делать. Если мы создадим все благоприятные условия бизнесменам, налогоплательщикам, просто налогоплательщику не будет смысла скрывать свои налоги. Если это будет в упрощенной форме, как раз в этом плане эта цифровизация, она и помогает. Поэтому мы поддерживаем этот курс нынешней власти, цифровизации, потому что цифровизация один из эффективнейших методов борьбы против коррупции. И это вопрос не только молодежи, это касается нас всех. Это касается всех граждан нашей республики. Допустим, около 1 миллиона наших соотечественников, они вынуждены искать свое счастье за рубежом. Здесь можно выделить 2 проблемы самые большие. Это безработица, и вторая проблема – это коррупция. Безработица. Почему безработица? Опять, рабочие места кто создает? Не государство же. Правильно? Экономика это сумма бизнесов, правильно? То есть, чтобы государство развивалось, чтобы решить проблемы безработицы, нам нужно максимально сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя здесь в безопасности и в комфорте. Если у бизнесмена дела пойдут в гору, тогда бизнесмен будет стараться открывать филиалы своей компании. То есть, когда создает филиалы, это уже говорит о новых рабочих местах, то есть о новых налогоплательщиках. И таким образом мы можем сократить, уменьшить проблему безработицы. Что касается государственного сектора, мы, наоборот, хотим так, чтобы любой человек, кто хочет пойти в государственный сектор, чтобы там был жесткий отбор на основе меритократии, чтобы была жесткая экзаменационная система, через которую пройдут самые лучшие умы, самые способные, самые образованные. Конечно, здесь мы не говорим, что единственное счастье это в государственном секторе.
кто-то предпочитает работать в государственном секторе, кто-то себя видит в частном секторе. Да? Здесь не может быть речи, что одно лучше другого. Просто кто что предпочитает, правильно? Я бы выделил здесь, знаете, два мешающих фактора. Да? Предыдущий президент обозвал нынешних депутатов это депутатами-сопляками. Да? Ну, как он был отобран, да? Как был составлен сам список парламентариев, мы же знаем. Да? Ну, есть такая неформальная практика согласовывать список с теми, кто неформально влияет вообще на политическую жизнь республики. Да? В деталях я не хочу останавливаться. Но вот это мешает нам, и вот это первая вот эта неформальная практика. Самый главный фактор, который тормозит нашу политическую систему, это амбивалентность некоторых пунктов в нашей Конституции. Первоначально парламентская республика обычно примером избирается тот человек, который выигрывает как лидер парламентские выборы и набирает наибольшее количество голосов, и этот человек обычно идет в премьер-министра. Согласно нормам парламентаризма, все посты, да, все политические посты, это то есть министры, вот эти директора или директора этих агентств, фондов, служб, да, они тоже должны быть выдвинуты из числа депутатов, которые прошли в парламент. Потому что эти люди непосредственно заключали контракт с избирателями. Они и давали клятву, они давали и обещание что-то сделать. Потому что они есть легитимные, как сказать, члены парламента, да? А у нас практикуется совсем другое, к сожалению. Потому что вот конкретных вот этих моментов мы просто в Конституции не видим. И этим наша политическая система злоупотребляет. Потому что премьер-министром у нас может быть назначен любой человек, да, извне системы, который никогда не давал обещания людям что-то делать. Здесь есть такой коллизионный момент. Есть понятие избранности и понятие назначаемости. Да? То есть у нас на политические должности люди приходят не те, которые были избраны, а которые назначаются. То есть избранные люди, они политики, они легитимные люди, да? Они легитимные властимущие люди. А назначаемые люди, они менеджеры. Их мы просто назначаем, поэтому они никакой политической власти не имеют. Если у них нет никакой политической власти, политической силы, тогда что они могут сделать? Да? Поэтому вот это в конечном итоге подрывает партийную деятельность, парламентскую систему, потому что политики не заинтересованы, не мотивированы инвестировать в партийную систему, в политическую систему, потому что им выгодно инвестировать в связи с теми людьми, которые принимают решения, которые могут назначить этих людей. В конечном итоге просто люди не очень заинтересованы свой политический капитал на 100% вкладывать именно в партийную деятельность, именно в политическую деятельность. Поэтому это в конечном итоге подрывает нашу парламентскую систему, поэтому у нас парламент, он получается как бы ручной парламент, да? Он очень управляемый, у депутатов позиция очень зыбкая, нет доверия, поэтому они не принимают решения. Больше они, как и говорят, они просто те люди, которые просто нажимают на кнопки по указке сверху, да? Поэтому мне бы не хотелось видеть этого. Есть еще другая сторона, что
вот эти парламентарии, многие, они чистые, да, идеальные. Если бы за ними, если ничего не было бы, да, они могли бы просто смело тогда идти до конца, да, участвовать в принятии политических решений. И многие просто боятся, потому что они в прошлом что-то не так сделали, и на них могут просто уголовные дела завести. Поэтому здесь вот эта сторона тоже